Дамы и господа, как вы догадались, у нас в гостях, очень дорогие гостях, потому что приехать нам недешево, более 100 тысяч, поэтому гости буквально дорогие. Так вот у нас в гостях прославленный российский ансамбль «Уральский Диксиленд». Диксиленд, Диксибенд, можно и так сказать. Таким выражением называют оркестры, исполняющие музыку традиционного джаза, 10-х, 20-х годов. И нью-орлеанского стиля, и гарлемского, чикагского. Это один из лучших российских оркестров этого рода. Сегодня, может быть, и лучше. Когда-то, когда знал только ленинградский Диксиленд, как слушатель, я думал, что лучше играть никто не может. Потом услышал уральцев, понял, что эти могут играть. Вот. Кроме того, я вот слышал вас еще по телевидению недавно. Вы выступали на фестивале Алека Лундстрома, показывали ваше выступление. Запись всегда хорошее дело, в идеальных условиях хороший зал. Но когда я услышал вас вчера уже живьем, понял, что это еще лучше, чем там было в записи. Так что было приятное открытие. Уральский Диксиленд не только один из лучших, еще один из старейших. Они уже 37 лет работают, они занимаются этой музыкой. Конечно, помоложе ленинградцев, но тоже, знаете, солидный возраст, не мальчики, как говорится. У них особый статус. Они были, значит, ансамблем, оркестром Государственной Челябинской филармонии. А Челябинск – столица Урала, хотя и Термур тоже столица Урала, тут можно поспорить. А теперь они муниципальный оркестр, если не ошибаюсь. И в этом смысле Челябинск может гордиться. Это город, который может позволить себе роскошь иметь в качестве муниципального городского джазового оркестра. Многие города позавидовали. Такие еще там Москва, может быть, есть парочка других найдется. Вот. И одновременно теперь ансамбль сейчас называется, Уральский Диксиленд Игоря Бурко, потому что именно так зовут лидера, основателя ансамбля, дирижера, композитора, трубача Игоря Бурко. А сейчас, в каком-то смысле. Вот, а сейчас Игорь Бурко представит своих коллег и товарищей. Прошу. Спасибо. Тут вот о нас уже все рассказали, но я потом продолжу. Валерий Сундарев, гитара. Он же и музыкальный руководитель нашего коллектива. Алексей Тимшин. У него кларнет и саксофон тенор. Наиль Загидулин. Тромбон.
Ну, сейчас по старшинству. Владимир Рикер. Он сейчас на бас-гитаре играет, а вообще он контрабасист. Но так как тяжело лететь контрабас, вы представляете, перевозить? Виктор Рикер. Это младший брат. Но меня уже, вы знаете, меня зовут Игорь. Художественный руководитель нашего коллектива, заслуженный артист России Игорь Бурко. Спасибо. Ну, что вам теперь рассказать про коллектив? Коллектив был создан, на самом деле, 37 лет тому назад при дружбе с ленинградским Диксилендом, потому что когда-то я их послушал, приехал в Питер, и мне очень понравилось. Я всегда был заражен еще с детства именно диксилендовой музыкой. Я сказал, что в Челябинске будет Диксиленд. Они говорят, а они умеют свинговать там у вас, ребята? Я говорю, умеют. Ну и так в 1969 году был создан Уральский Диксиленд. Конечно, прошло очень много и музыкантов через наш коллектив. Но, во всяком случае, коллектив существует. Это один из тех коллективов, который состоялся и который держится, потому что все разваливаются. Даже вот смотрите, вокальных, инструментальных ансамблей. Они приходят, уходят, там все, а наш Диксиленд, он живет. Ну, а по поводу ленинградского Диксиленда, это у нас с ними прекрасная дружба. И буквально вот в прошлом году, начало года мы начали именно с ленинградским Диксилендом. Это было в Питере, был такой мини-джаз-фестиваль. 6-7 января, это как бы на Рождество. А закончился год уже в Израиле именно с ленинградским Диксилендом, парад Диксилендов, Уральский Диксиленд и Ленинградский Диксиленд. Мы играли концерты в Израиле. Это было в декабре уже месяце, так что мы продолжаем дружить. Другое дело, что я хотел пригласить к нам на джазовый фестиваль, но вы знаете, они немножко постарше, и что-то один в больнице, тот самый, и вот так вот очень тяжело, да, не состоялось это дело, пришлось пригласить москвичей. Но для чего наш коллектив существует? Конечно, мы работаем концерты для наших горожан. Мы участвуем во всех праздниках, которые проходят в городе. И самое главное, значит, на наших плечах это международный джазовый фестиваль, которых вот уже прошло 8 джазовых фестивалей в городе Челябинске, который считается одним из лучших фестивалей у нас в России. Почему? Потому что у нас так город расположен, что все красиво, все здорово, и всем очень удобно работать. Почему? Потому что у нас и стрит-парад, у нас великолепная улица Кировка, где мы проходим, ну это наш Арбат, как говорится, где стоит и 3 сцены. И у нас, могу похвастаться, что очень развит джаз в городе, потому что мы начинаем с малолеток, и у нас существует такой бэби-джаз, где начиная от 3 лет и заканчивая там ребятками уже поболее. И проводится тоже, у нас провелось уже 5 джазовых фестивалей бэби-джаз, которые пока они как-то, ну, областные, там с области приезжают, там все, но я думаю, что это все перельется во всероссийский, но вы знаете, что это зависит от того, что будут деньги, не будет денег, вот, но фестивали проходят на прекрасном уровне, и поэтому мы можем гордиться, что у нас есть поколение то, которое будет заменять нас. Вот. Я вам тоже советую это, так сказать, прививать с детства, с малолетства, уже со школы джаз детям в музыкальных школах. Почему? Потому что если ребенок познает джаз, он классику будет играть на 10 голов выше. Это я вам отвечаю точно. Ну, что еще? А нас, ну, как мы выезжаем на джазовые фестивали, вот видите, даже сюда приехали. Следующий у нас фестиваль в Норильске, сейчас как-то север так пошел. Участвовали мы 2 года подряд в фестивале «Российские звезды мирового джаза». Что это такое? Это те звезды, которые разъехались из России. Кто живет в Америке, кто там в Австралии, кто в Германии, кто в Австрии, я знаю, во Франции. И вот все эти звезды, они съезжаются на этот фестиваль. И почему-то вот именно вот в этом фестивале участвовал еще и Уральский Диксиленд. Ну, может быть, потому что Уральский Диксиленд 11 лет провел почти за границей. То есть мы объездили, ну, можно сказать,
всю Европу. Это база, так сказать, была в Голландии, Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Швеция, Англия, остров Мэн. Ну, в общем, там все это куда? А? Да, обязательно. Башкортостан. Вот. То есть очень много. И потом мы эмигрировали к себе, так сказать, домой. И тут же нас приняли в статус муниципальных оркестров. И теперь мы вот такой вот городской оркестр самостоятельный. Ну, теперь только вопросы. Дамы и господа, возможно, некоторые из вас пришли сюда, думая, что пришли на концерт. Это не так, к счастью, для вас, для всех нас это не так, потому что просто послушать музыку, великолепно исполнение можем и на концерте. А здесь мы имеем с вами редкую возможность. Мы можем пообщаться с музыкантами, поспрашивать, поговорить. Сделать то, чего на концерте не сделаешь. Там ты сидишь, вдали слушаешь. Вот, поэтому используйте возможность узнать, как они дошли до жизни такой, как стали играть джаз. Вот, учили их этому или нет, а может они гениальные самоучки. Вообще, какую музыку любят, что они за люди. Вообще-то люди, разумеется, они хорошие, потому что когда вы слушаете, какую они музыку играет, то понимаешь, что такая добрая, веселая музыка, что все, значит, замечательно. Так вот, а потом, значит, когда они сыграют, да еще, здесь не будет жесткого порядка. А вот когда музыканты захотели, как сейчас, поиграет, решили поотдохнуть, пообщаться, вы тогда к ним обращаетесь с вопросами. Это будет спонтанно проходить. Прошу. Значит, мы сейчас сначала сыграем, потому что музыканты, лучший разговор – это когда они играют. Значит, эта вещь называется «If I Had You», «Если б ты была моей». And the world had a smile, I could be glad all of the time. There is nothing I wouldn't do if I had you. I could leave my old days behind, leave all my pals and never mind. There is nothing I wouldn't do if I had you. I could climb a snow-capped mountains, sail the mighty ocean wide. I could cross a burning desert if I had you by my side. I could be a king on ground, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I wouldn't do if I had you.
I could climb a snow-capped mountains, sail the mighty ocean wide. I could cross burning desert if I had you by my side. I could be a king there on ground, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I wouldn't do if I had you. Спасибо большое. Ребята и уважаемые студенты и взрослые преподаватели, задавайте, пожалуйста, вопросы. Банджо — это прекрасный, незаменимый инструмент, который используется в стиле диксиленд, но дело в том, что он хорошо звучит, когда рядом есть фортепиано, когда они заполняют друг друга. Когда нет фортепиано, одно банджо в темповых вещах, допустим, еще справляется со своей задачей, а в более средних темпах и в лирических произведениях его просто не хватает. Гитара в этом отношении, конечно, более универсальный инструмент. Вот это единственная причина, почему мы больше используем гитару, а не банджо. Мы вам сыграем все о любви. Вещь, которая называется «I found new baby». Понимаете, да? Здесь вообще в Якутске очень хорошо говорят на английском. Я в этом вчера убедился. Все как-то обращаются по-английски. Да?
Ну, еще вопросы будут или как? Или... Вопрос хороший вообще-то. У нас Нормальный. есть один Я непрофессиональный могу музыкант, сказать- это я. Вот еще непрофессиональный музыкант, который закончил исторический факультет. Это историк. Еще тоже, да? Нет, он закончил учился музыкальное тоже, училище по контрабасу, поэтому он потом? профессионал. Я по образованию филолог. Вот. А вообще это не важно ведь. Дело в том, что Я еще хотел просто добавить. Мне приятно это вот выступать перед студенческой аудиторией. И вот вспоминаешь 30 лет назад. Мы ровно 30 лет назад вместе в одной группе, вот Леша, Наиль и я в одной группе закончили Челябинское музыкальное училище. выказал секреты, да? Но дело не в этом. Дело в том, что сколько человек закончил там вузов, там все. Важно, чтобы была душа к музыке и чтобы он умел играть. Остальное все не важно. Вы хотите квартетом, да? Так, сейчас мы Давай, с удовольствием, дадим да. отдохнуть нашим медным духовым инструментом, сыграем для вас что-нибудь квартетом, чтобы вы поняли о том, что музыканты, которые играют диксиленд, умеют играть не только диксиленд, но и более современный джаз, так скажем. Первую пьесу написал Пэт Матини. Называется она «Soul Ковбой». Это традиционный 12-тактовый блюз. Thank you.
Спасибо. Мой роман, сейчас сыграем балладу.
Алексей Тимшин, саксофон. Я два слова еще скажу. Когда мы работали за границей, у нас было необходимо, конечно, играть русский репертуар. Ну, сами понимаете, да? Что мы русские, и нам нужно было отделение русского репертуара. И я думаю, что вы все прекрасно знаете песню «Как пойду я на быструю речку». Знаете? Да? Изучали, там есть, да? Ну, я сам вспомню. Все, Хохмят, а? Ну, мы сейчас начнем, ладно? Вспомни, Валер. Вообще-то здесь балалайка должна быть. Почему? И гитара тоже может быть. Это валенки, почему нет?
Задавайте, пожалуйста, еще вопросы. Не понял, а? В общем, все рассказать о Челябинске, да? Я понял. Могу вам сказать такую вещь, что первоначально это не был чистый, так сказать, коллектив, только один Диксиленд. То есть отделение было у Диксиленда, и второе отделение это был обыкновенный эстрадный концерт, с которым 30 лет тому назад мы сюда приезжали. Вот здесь, вот, в Якутск. Вот. И да, там были женщины, там были... А сейчас, в данный момент, мы предпочитаем с собой не возить. Мы уже просто не можем, понимаете? Не, ну у нас все есть в порядке, у нас очень много женщин дома. У меня, например, жена, 2 дочки и 3 внучки, так что все нормально. А? Они? Я бы вам сказал, но... Не, у меня дочка одна преподает просто в университете английский язык. Вот. Вторая дочка, она занимается коммерцией. Так, теперь, что бы вы хотели услышать на этот самый, что-то зажигательное, американское, русское? Да, зажигательное, да? Ну и, значит, напоследок тогда мы вам на прощание такую очень веселую, которая называется «Это джаз-бенд-бол». Ну, сами понимаете, все джаз на балу.
Алексей Тимшин, кларнет, саксофон. Валерий Сундарев, гитара. Владимир Рикер, бас. Наиль Загидулин, тромбон. Виктор Рикер, барабаны. Игорь Бурко, труба. Спасибо большое. Господа, я вас понимаю, я бы тоже не хотел отпускать, но я уже отбил себе ладоши, мне уже их жалко, вам их тоже жалко. Во-первых, хорошего помаленьку, во-вторых, наши гости действительно устали, у них еще вечером большой концерт, а кроме того, они еще действительно спят, у них в Екатеринбурге другое время, чем у нас. Вот. Ради бога, простите. Я просто больше в Екатеринбурге был, поэтому оговорился. Вот. И кроме того, знаете, иногда даже лучше немножечко, вот почему. Вот сегодня, думаю, многие поняли, что если вы будете хорошими мальчиками и девочками, а также будете стараться, как они, будете также здорово играть. Согласитесь, нечеловеческая музыка, как сказал один Владимир Ильич. Сильное впечатление оставляет. Такой заряд бодрости, радости, что хочешь весь день ходить с улыбкой на лице, всем улыбаться. На этом наш концерт, встреча закончена. Маленькое объявление. Здесь же в понедельник, примерно днем, будет встреча с другими джазовыми музыкантами, с барабанщиком Игорем Захаровым и его оркестром «Потугада». Прошу пожаловать. До свидания, всего хорошего.